Уфимское ожерелье – пешая тропа протяженностью почти 70 километров. Помимо живописных пейзажей и велосипедной дорожки, тут также есть множество других интересных мест для изучения. Например, смотровая вышка или спортивные площадки. Для любителей движения ЗОЖ, а в особенности и спорта, Уфимское ожерелье можно считать своеобразным оазисом. Помимо велосипедных дорожек и спортплощадок, на территории нередко проводятся как любительские, так и профессиональные соревнования и эстафеты. Лично мы создали эстафету, в которой принимают участие ученики Центра образования номер 40 и Академии образования «Семицветик». На протяжении всей тропы Уфимского ожерелья есть такие площадки, где можно не только поиграть, но и позаниматься спортом. Раз уж и затронули любителей ЗОЖа, нельзя молчать и о любителях фотосессий. В Уфимском ожерелье можно сделать фотографии на год вперед, ведь в нем аж 8 троп с самой разной протяженности. Их, кстати, называют 8 бусинами, а полное название 8 бусинок Уфимского ожерелья. Ну а чтобы сделать пару фотографий, далеко уходить не обязательно. Достаточно лишь отойти от нулевого километра на пару метров. И вам представится одна из ярчайших инсталляций, созданная из десятка скворечников. А самое главное, что она не только красивая, но и полезная. Как же хорошо жителям Октябрьского района. Каждый день после учебы и работы они могут приходить сюда и заниматься спортом. Как говорится, в здоровом теле здоровый дух. Кроме красивых видов и площадок для занятия спортом, у Уфимского ожерелья также есть не короткая история. По всему парку есть образовательные стенды, на которых показывается и рассказывается о том, что нашли археологи, проводя раскопки в этом районе. А нашли они немало, начиная от монет и заканчивая предметами быта того времени. А чтобы попасть в Уфимское ожерелье, нужно приехать на улицу Шафиева. Во время прогулки по оздоровительному маршруту вам также могут встретиться маленькие жители этого леса, белки, которые не прочь полакомиться орехами из рук гостей. Ну а я, к сожалению, не взяла лакомство для белочек, поэтому, дорогие телезрители, белок вы не увидите. Эвелина Семенова, Рамазан Мусин, специально для Горы новостей.